Если вы знали, как тяжело свой ансамбль иметь, если вы знали, с чем приходится сталкиваться, и вы приходили бы, увидели бы, как они занимаются, и как они проводят репетиции, и с каким трудом это все удается создавать, они все не знают. А мы все время начинаем, в последнее время, танец харам, это харам, то харам. Живя в светском государстве, мы без культуры никто. Абсолютно мы никто без культуры. Культуру надо ценить, уважать. Это сценические танцы. Это танцы, которые одевают национальные костюмы и выходят, показывают красоту горьянок. Кто-то аплодирует, аварки, это горьянки. Красоту горьянок, красоту наших женщин. Вы понимаете, мы, к великому сожалению, у нас хромает национальной самобытности, у нас очень сильно хромает. Если не хромало бы, сегодня здесь было бы не 70-60 человек, а 160 человек. Понимаете? Если мы не будем сохранять свою культуру, валлахи, у нас и религии тоже не будет. Я официально говорю, что если не будет культуры, не будет религии тоже. Потому что культура и религия, она взаимодействует. Вот эти мероприятия – это духовное развитие нашей молодежи от культуры к религии. К сожалению, мы все время говорим, очень много людей создают помеху, а при этом сами ничего не делают. Те братья, которые сегодня здесь есть, те братья, которые постоянно помогают обществу, помогают аварцам и всем остальным народам, не только дагестанскому народу. Именно аварцы сегодня показывают пример всем народам Томской области. Почему? Потому что футбольная команда сборная «Салам», ассамблея народов Томской области, она играет при поддержке именно аварцев. Если мы не будем вот этих ребят сегодня воспитывать нашей культуры, через 10 лет у нас будет другая культура. Хрел Аваров, Нихет, Хав, Нихет, Милля, Шулизи. Если мы сегодня не будем вкладывать душу на наших детей, у нас ничего не получится. Я сегодня 9 утра ушел из дома. Вчера 9 утра ушел из дома, 2 часа ночи домой пришел. 2 ночи. А сегодня еще дома не было. Я своих детей не видел. У меня что, других дел нет? Давайте уважать, ценить свой народ. Потому что если бы не наши великие предки аварского народа, нас сегодня не было. Именно благодаря нашим великим предкам мы сегодня и живем. И над нами мир, спокойствие. Россия сегодня, мы видим, да, какая работа ведется сегодня. Единство народа – это сильная Россия. Если мы будем сильнее, и Россия тоже будет сильнее. Поэтому давайте аплодировать всем нашим братьям, которые помогают этому ансамблю. Этому ансамблю я прошу прощения за аварский лет, Жека, Мишель Бугу, Мишель Минатову, Аварову, Тарбит. Мишель Тарбитов. Ради Махарову, Залмату Цуховичу, Бум, я не захала. Я не говорю, не захала. Кого? Сейчас было. Странный вопрос. А ты зачем туда идешь? Я иду видеть свою культуру. А это харам, я туда не пойду. А при этом, как будто, клянусь, за последние 8,5 лет практически каждый четверг все наши братья получали личку сообщение. Приглашаем вас на Салават Хюжу. А приходит 10 человек. А при этом те, которые не пришли, некоторые из них говорят, что это харам. То, что они приходят в мечеть на Диманана, то, что они приходят в Хюжу, это не харам. А то, что он придет сюда, для него это харам. Мы ищем просто, у меня просто слов не хватает, понимаете? Валла, я вас всех люблю, а не слышно Аллах. После этого слово мы должны слово. И ансамбль
а при этом заниматься и религией. Потому что мы все духовные люди, для нас и христиан, и мусульман, для нас на первом месте религия, а потом культура, образование, спорт и так далее, и так далее. А без образования, представьте, я буквально несколько дней назад давал интервью часовую интервью. В 80-е годы наши браты приезжали в Томск. Для чего? Ваши родители для чего приезжали? Ваши отцы в 70-е, 80-е, они приезжали учиться, они приезжали поступать в вузы. А сегодня студентов среди нас 3 нету студентов. Это очень большая проблема. Надо, чтобы учились люди. Поэтому, брат, я все прошу прощения. В самом деле, я искренне, любя наш народ, об этом говорю. Давайте будем все вместе в единстве покажем на высочайшем уровне нашу культуру, аварскую культуру, культуру народа Дагестана, культуру закатало-балканского джамаата, культуру дагестанского джамаата. Давайте я хочу, чтобы вы сегодня от души отдохнули, от души провели наш вечер. А теперь подходите, наш вечер открывает наша Аксакала. Я очень прошу сегодня здесь Аксакала, Мухаммад Урбан, Илхан брат, Фазиль, потом Абдулла, Руслан, там у нас сидит Билал, Эльшад. Я прошу Аксакалу, Яшар. Я очень прошу Аксакалу, наш Ой-Ремонт, выйди вот на сцену, брат. Обновок. В будущем я еще хочу объявление сделать. Будущего нашего джамаата в руках вот этих ребят. Видите, меня не будет, они должны это делать. Я за последние 10 дней, я посчитал, около 30 объявлений делал. ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, в WhatsApp 54 группы у меня. 54 группы. А у нас, если 2 группы, то очень много, я оттуда выйду. Братья, я приглашаю Абдулла, Руслан, Абдулла, Урбан. Я вас собираю в наш Новосибирский. Кто прошлого года умрет, и надо, кто ветеран. Я вас всех приглашаю. Ахмад Адаму. Я хочу Анохаду. Мухаммад Фазиль. Фазиль, брат, я просто надо забыл Фазиль. Я специально. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Сегодня очень прекрасный вечер. Он хоть и проходит 1 раз в году, я считаю очень глупо не собираться на такие вечера, чтобы увидеть друг друга, общаться, посоветоваться, улыбаться друг другу, видеть свой народ, своих детей. Я думаю, что ничего плохого здесь нету. Я надеюсь, что в следующем году обязательно соберется и будет намного больше у нас здесь. Я желаю, чтобы все плохое у вас осталось в прошлом году, чтобы ваши дети радовали вас, дети радовались вами, чтобы все у вас получилось в жизни. Ассаламу алейкум.